Доброе утро, Якутия! На календаре 25 января. Это 4-й день рождественских святок. И сегодня в этой студии в 7 утра мы рады приветствовать всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Давайте просыпаться вместе, заряжаться энергией. И как всегда, хочу поприветствовать тебя, Павел Танин, и себя, Дарья Анкехова. Классно приветствовать тебя. Действительно, середина рабочей недели наступила. Кто-то говорит, что среда пришла, неделя прошла, но это не так. Не забывайте, еще четверг, пятница впереди, да и среда, она только-только начинается. Тем не менее, да, сделаем все возможное мы, чтобы эта среда у вас началась ярко, познавательно, весело и интересно. Ну, о чем мы сегодня поговорим? Давайте посмотрим, да, что же можно будет узнать из сегодняшнего эфира. Во-первых, о студенчестве поговорим, потому что сегодня день студенчества, День студента, он же Татьянин день, я его называю еще своим днем, спасибо моей фамилии. Поэтому день действительно классный для всех, кто связан и проходит обучение сегодня в вузах, может быть, даже в СУЗах тоже же студенты, в принципе, обучаются. Сегодня мы с вами вместе побываем на встрече со Степанидой Артахиновой, а также узнаем о буднях женщины-дворника, которая работает в Нерюнгри. А также узнаем, кто стал победительницей конкурса «Бабушка Вселенной-2023». Раскроем секреты посадки клубники и земляники. Все это и не только ждет вас сегодня в ближайший час эфира «Утро Якутии». Ну и, как всегда, начинаем мы коротко о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 52 градуса. В Заречной группе 51-55 градусов ниже 0. В южных районах 38-39 со знаком минус. В Вилюйской группе 40-45, в Нижеленских 43 градуса ниже 0. В западных до минус 40, в Колыман-Дигирской 33-54, в Янских 42-50 со знаком минус. На северо-западе до минус 43. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 50 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Туман. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 44. Также хотелось бы напомнить, что сегодня объявлен актированный день для учеников с 1 по 11 класс, потому что в 6 утра температура была... Минус 50. Да, поэтому все, ученики сидят. Это в городе Якутск обязательно. Также напомним, что сегодня в 6 утра в районе Гемин температура воздуха была на отметке минус 47 градусов, а в районе аэропорта минус 50. Да, ну, собственно, по ней и отмерилась погода, и определился актированный день по этой отметки не гидропоставив, я уже забегаю вперед весну в паводок, в общем, с метеоточки данной. Ну а сегодня, хоть школьники не учатся при любой погоде студенты, получают свои знания. Сегодня день студента, он же Татьянин день, 25 января. Ну, мы поздравляем еще раз всех причастных к этому празднику. Я думаю, ну, не лишним будет и поздравить преподавателей высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, потому что все-таки, если бы не было преподавателей, не было бы и студентов, потому что, ну, а смысл тогда логично студенту приходить в пустое здание, да, каждый день. Поэтому всех с праздником. Ну, и, наверное, есть смысл какой-то вспомнить свое студенчество. Вот, Даш, ты как отучилась? Вот, помнишь ли какие-то яркие моменты? Ну, ты знаешь, вот ярких моментов, конечно, было много, со временем они забываются, но когда периодически обращаешься вновь к своей записной книжке и по каким-то причинам звонишь своим однокурсникам, это всегда очень весело, забавно. И буквально вчера я позвонила своей однокурснице. Ну и первый вопрос у нее, конечно, был: что с тобой, почему ты вдруг звонишь, да? Ну и вот эта дружба студенческая, она все равно идет сквозь года, и это очень здорово и приятно. И всегда почему-то вокруг этой студенческой дружбы все время некий такой позитив. Ну, в моем случае. Ну, это здорово. Ну, а я помню замечательную фразу от преподавателя теории вероятности, если не ошибаюсь, когда я учился. Он сказал: я не знаю, какой ты человек, может быть и хороший, но студент точно плохой. Ну, нет, все-таки я закончил учебное заведение, свой диплом у меня есть, я дипломированный специалист, причем немного в другой отрасли, в отличие от той, в которой работаю. Но всякое в жизни бывает. Главная суть высшего образования — это образованный человек, могу себя таким считать. Ну а какие еще сегодня праздники, помимо Дня студента, давайте узнаем. На календаре 25 января сегодня Татьянин день, День студента. Он был официально утвержден указом президента России в 2005 году.
А в 2007 году был подписан федеральный закон, и День российского студенчества стал одной из памятных дат России. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским днем. По народному календарю Татьянин день еще называли Бабий кут. На Руси так назывался Бабий угол, место у печи, где находились предметы домашней утвари. Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, на дворе стоял морозец, крестьяне ждали хорошего урожая. Этот день в истории. На Руси состоялось первое венчание на царство. Титул царя на Руси появился 25 января 1547 года с венчанием на царство Ивана IV. Торжество прошло в Успенском соборе Московского Кремля. В этот день 164 года назад свадебный марш Мендельсона получил путевку в жизнь. Он был написан в 1843 году, но широкую известность получил лишь спустя 15 лет, когда английская принцесса Виктория Адельгейт к своему бракосочетанию выбрала два марша. Под один из них свадебный хор из оперы Вагнера «Лоэнгрин» невесту повели к алтарю, а из церкви пара выходила под звуки мелодий из поэмы «Сон в летнюю ночь». С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем. 25 января 1919 года открылась первая государственная библиотечная сессия в Советской России, участниками которой стали представители интеллигенции, согласившиеся сотрудничать с советской властью, библиотекари и различные деятели, связанные с библиотечным делом. Также в этот день, в 1924 году, на юго-востоке Франции, в Шамани, открылось международное соревнование под названием «Неделя зимнего спорта». Именно эти соревнования принято считать первыми зимними Олимпийскими играми. На состязания съехались 258 спортсменов из 16 стран. С тех пор проведено уже несколько десятков зимних Олимпийских игр. 73 года назад в этот день впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми». Первая статуэтка была вручена 25 января в Голливудском спортивном клубе. «Эмми» так называлась катодная трубка в первых телевизионных камерах. В этот день родились Иван Шишкин, русский художник-пейзажист, Сомерсет Моэм, английский писатель, прозаик и драматург, Вирджиния Вулф, английская писательница, литературный критик, Эдуард Шеварднадзе, советский и грузинский политик, государственный деятель, второй президент Грузии, Владимир Высоцкий, советский поэт, композитор, исполнитель, актер, символ эпохи 70-х, Вячеслав Добрынин, советский российский эстрадный певец, композитор, народный артист России, Андрей Ростоцкий, советский российский киноактер, режиссер, каскадер, заслуженный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Галактион, Илья, Макар, Петр и Татьяна. Как мы сказали ранее, сегодня, 25 января, отмечается День студента или Татьянин день. И, конечно, в связи с этим праздником мы пригласили в студию студентов нашей республики. Давайте знакомиться. Доброе утро. Сегодня у нас в гостях это Вера Альвили, студентка 4-го курса филологического факультета кафедры рекламы и пиар Северо-Восточного федерального университета, и Игорь Макаров. Он является студентом также 4-го курса, но уже Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе Ну и утро. с праздником вас, конечно же. Спасибо Сегодня большое. ваш день. Расскажите немного о себе, опять же, о том, почему выбрали данный путь обучения, почему именно эти специальности. Если ты не против, я начну. Да. Видно сразу филолог. Вообще, когда я закончила школу, я не знала, на кого хочу поступить. Я очень металась между разными профессиями. Но в последний момент просто кафедра рекламы связи с общественностью как-то всплыла. Не знаю, это, наверное, судьба, потому что я туда попала, мне так все понравилось. Я прямо влюбилась в эту профессию, вообще все, что с ней связано. Поэтому, как-то так звезды сложились, в общем. То есть привел случай, но привел верно. Да. Угу. Что касаемо Игоря? У меня немножко, наверное, забавно. Я изначально хотел поступить в медицинский институт, там буквально пару баллов не хватило. И там дверь напротив была химическое отделение, да, это был знак свыше. Поступил, всем доволен, оказался на своем месте, я считаю. Вот сейчас занимаюсь наукой. Да. То есть вот так, да, волей случая вы выбрали свою
специальности сегодня обучаетесь. Но вы уже студенты 4-го курса, за плечами большая часть пути, да? Вот на сегодняшний момент, да, вот студенческая жизнь, что для вас вообще, вот, помимо, конечно, получения знаний, вот что вы будете вспоминать об этой замечательной поре? Своих одногруппников, это 100%, преподавателей, своего научного руководителя, которая меня всегда направляла и наставляла. Естественно, тусовки, вечеринки всякие разные. Вообще студенчество — это невероятная пора. Все можно вспоминать бесконечно. Ну, не знаю, у нас студенчество, ну, наверное, необычное было. Ну, точно необычное, потому что у нас же студенчество выпало на локдаун. То есть мы, ну, грубо говоря, почти половину мы были на карантине. Ну, это тоже... Удаленка, вот это. Да, и как вышли с локдаунов, тоже по новой надо было привыкать, опять вспоминать, как это быть студентом вообще, в принципе. Ну, так, У да. вас своеобразное, да, такое студенчество, потому что пару лет выпало из этого, да? Уникально. Не, ну, во всяком случае, можно вспоминать потом, что мы там, мы вообще там, условно, половину учебы не учились, там, находясь в университете, да, учились из дома, можно сказать. Ну, а вообще для каждого студента же немаловажный вопрос, конечно, это трудоустройство. Я думаю, уже пора бы на 4-м курсе подумать, да, куда и как. Все-таки пойдете по своей специальности или, возможно, второе высшее пойдете получать? С наибольшей вероятностью я пойду работать по своей специальности. Возможно, не сразу после выпуска. Наверное, нужно какое-то время восстановить силы после защиты диплома. Но да, я пойду по своей специальности работать. У меня же еще год в запасе есть, специалитет, да. Ну, время подумать есть, ну, не знаю, либо в аспирантуру есть возможность пойти, либо, ну, работать там уже ближе к 5-му курсу. Ну вот говоря про аспирантуру, то есть, может быть, уже есть какая-то, начал, может быть, над какой-то научной работой работать? Ну, вообще, в принципе, я занимаюсь изготовлением морозостойких уплотнителей для пожарных шлангов. То есть в данный момент, ну, проблема стоит у наших пожарных. У них уплотнители замерзают, получается, при вот наших низких температурах. И, ну, затрудняется подача воды, сборка, разборка этих шлангов. Ну, вот я же как занимаюсь разработкой этих уплотнителей. И, ну, получается, в прошлом году они испытания проходили, ну, прошли успешно, это как в МЧС, в водоканале. Ну, и дальше буду работать по данной тематике. Ну, я надеюсь, да. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, после нее мы продолжим нашу беседу. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. Впереди поговорим и вообще о студенческой деятельности наших гостей. Ну и много интересного еще впереди нас ждет до конца эфира. Вы смотрите новости. Доброе утро. В Госдуму поступит законопроект о самозапрете на получение кредитов и займов. В Госдуму планируется внести законопроект, позволяющий гражданам России через портал Госуслуги установить запрет самим себе на оформление кредитов и займов. Документ планируется внести в весеннюю сессию. Механизм самозапрета кредитов и займов предложили внести в прошлом году. Он будет распространяться на всех кредиторов, а не только на тот банк, в котором у человека есть счет. Самозапрет будет фиксироваться в кредитной истории и не позволит оформить кредит мошенникам без ведома гражданина. В России предложили ввести знак отличия для выдающихся отцов. В последние годы в России взят курс на поддержку института семьи и деторождения. Сейчас, как отмечает парламентарий, в стране внедрены различные знаки, звания и меры поощрения для многодетных матерей. В частности, недавно было возвращено почетное звание «Мать-героиня». В то же время подобные награды в ряде регионов вручаются и выдающимся отцам. Отмечается, что введение послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства. На награду могли бы претендовать российские многодетные отцы, демонстрирующие подлинный пример отцовской заботы, труда, ответственности и любви по отношению к своим семьям. В Якутске состоялась презентация второго тома книги «Якуты» Вацлава Серошевского с участием Всероссийской общественной организации Русского географического общества и Национального архива республики. Здесь в поле зрения автора попали материалы, касающиеся не только якутов, но также местных русских, коренных северных народов, наблюдения о которых вошли именно в эту книгу. Актуальность заключается в том, что издание второго тома монографии «Якуты» внесет неоценимый вклад и даст новый толчок к новому изучению истории якутского народа. Уникальная работа, собранная в дореволюционное время, послужит фундаментальным материалом для многих историков и ученых.
Это в основном примеры из его глав, которые иллюстрировали происхождение, например, якутов, или, например, какие-то стороны культуры. Но они были, видимо, очень пространные, и вот издательство, вероятно, попросило сократить первоначальный текст. Ну, а так, конечно, это же конец XIX века, и вот те материалы, которые Серешевский не включил, вот о том они вот показывают различные стороны жизни якутов того времени. Только поэтому, конечно, они представляют большую ценность. Кузбасс встречает эстафету огня зимних спортивных игр «Дети Азии». Эстафета огня зимних международных игр «Дети Азии» стартовала в Кемеровской области 24 января. В команду факелоносцев Новокузнецка вошли 23 человека. Спортсмены, ветераны спорта, волонтеры, представители знаковых предприятий города. 2 февраля огонь прибудет в Шерегеш, 10 февраля в Междуреченск. Эстафета завершится в день открытия игр 25 февраля в Кемерове. Мы благодарим наших коллег за последние актуальные новости. Так, в данной минуте, ну а мы продолжаем наш прямой эфир. У нас сегодня в гостях студенты, и не просто так, ведь сегодня мы отмечаем замечательный праздник День студента. Мне кажется, это праздник, знаешь, для многих жителей нашей республики, потому что студенческая пора, наверное, была у каждого, ну я так думаю, второго. Ну, Наверное. я тоже думаю, у каждого первого вряд ли, потому Да. что все-таки есть люди, которые решают как-то без образования свой путь пройти, заниматься какими-то другими делами, но каждый второй точно. И сегодня у нас в гостях это Вера Альвили и Игорь Макаров. А до ухода на небольшую паузу Игорь рассказал о том, что помимо учебной деятельности он занимается проектной работой, и один из его проектов – это уплотнитель для... Пожарный гидрант. Пожарных рукавов, Рукавов, гидрантов. да. Правильно. И то есть ты работал над этим проектом, успешно его защитил, и дальше будешь усовершенствовать некие технологии, да? Ну да, как бы не защитил, но прошли успешные испытания, и далее, как получается, будем дорабатывать, будем смотреть. Ну, если будет интерес, вроде как есть, да. В это время Вера тоже, наверное, работала над какими-то интересными проектами. Расскажи немножко про них. Вообще мое студенчество больше связано не как с проектами, как с участиями в конкурсах, в олимпиадах. То есть, получается, мы от кафедры собрали команду и уже несколько раз ездили в город Красноярск на Всероссийский фестиваль рекламы и пиар среди студентов. Вот, Успешно? получается. Да, успешно. Мы во многих конкурсах побеждали. То есть в этом фестивале проводилось очень много разных конкурсов. И, получается, командное первенство, личное первенство, ну и все в таком духе. Это очень интересно. Ну, вот, Слушай, и здорово. проектная работа, и олимпиады, а на какую-то внеучебную деятельность время остается? Время Поете, остается танцуете. на подработку. Стипендии не хватает. Вот. Также, на домашние дела я в данное время живу отдельно от родителей, поэтому как бы совмещать бытовую жизнь плюс студенчество, плюс подработку бывает иногда сложно, но это все равно очень весело. То есть вы, ребята, не живете сейчас в общежитиях, да? Вы все-таки уже отдельно живете, да? И вообще, был ли у вас опыт проживания вот именно в общежитии? Потому что Да, это же отдельная это же, жизнь. да, это же отдельная отдельный жизнь. пласт. Нет, в общежитии, к сожалению, нет. У меня одногруппницы живут в общежитии, мои подруги. Мне так иногда завидно бывает слушать их истории о веселых вечерах в общежитии. Ну да, это отдельная категория истории студенчества. Мне кажется, я тоже в общежитии в свое время не было возможности и необходимости в нем жить. Ну, завершая нашу беседу в честь праздника, у вас есть сегодня возможность поздравить и одногруппников своих, возможно, преподавателей, да и просто всех студентов, кто нас сегодня смотрит. Что ж, пользуясь случаем, я бы хотела передать привет своей маме. У моей мамы двойной праздник, потому что она Татьяна и студентка-магистрант. Также поздравить своих дорогих одногруппников и пригласить всех на кафедру рекламы и связи с общественностью. Я бы хотел передать привет бабушке, она, наверное, сейчас смотрит, да, привет, да. А также хотел поздравить своих преподавателей, Сардана Павловну и Евгения Михайловича, мои учителя школьные. Наверное, во многом благодаря им, как выбрал данную специальность, да. Спасибо им. Да. Ну, а я подхвачу просто тренд передачи привета родственникам. Мам, я в телеке. Ну что, ребят, мы благодарим... Она смотрит каждое утро. В любом случае, да. Так, Игорь и Вера, мы благодарим вас, принимайте поздравления. Ну и глядя на вас, мне кажется, что у нашей республики отличное будущее, потому что вот именно такие специалисты, а самое главное, вот посмотри, какие умные ребята, какие достойные, сдержанные. И я очень надеюсь на то, что вы найдете себя в своей профессии и обязательно будете работать на благо всей нашей республики.
Большое спасибо. Ну и с Спасибо. праздником вас еще раз. Ну а мы продолжим, уже, говорит, ты затронул слово профессия. Напомним, что этот год в Якутии объявлен годом труда, о людях и преданности их профессии. Мы всегда с удовольствием рассказываем в нашей программе. Сегодня рады познакомить вас с Лидией Русановой, женщина-дворник, которая без выходных и праздников в стужу и в снегопад выходит на работу, несмотря на все сложности, отмечает самое главное – любовь к своей профессии. О человеческой благодарности, о трудовых буднях и отношениях к своей работе наш следующий материал. Каждое утро Лидия Русанова просыпается в 5 утра, выгуливает собаку, завтракает и в 8 часов уже приступает к работе. Еще в молодости наша героиня освоила профессию модельера-закройщика высшей квалификации и долгое время занималась шитьем. Когда я стала так девушкой, 17 лет, я подумала с подружкой, что нам надо научиться шить, потому что мы замуж выйдем, у нас будут дети, а потом пойдем кулинарное. А далее я хотела стать актрисой, хотела петь, танцевать. Ну, вы знаете, детские такие мечты. И как пошла я в швейное, так и осталась там. Во время снегопадов дворник с раннего утра вычищает снежные завалы. И даже в сильные морозы в суровой Якутии Центр культуры должен быть убран от снега и мусора. И зимой, и летом вся территория на плечах Лидии Владимировны и ее напарника. Отзывчивый, добрый, веселый человек. Вот. Всегда поможет. Ну, мы с ней вообще работаем, легко работается с ней. О Лидии Русановой хорошо отзываются и руководители, и коллеги. Она не только добросовестно выполняет свои обязанности, но и всегда придет на помощь. Это сотрудник отзывчивый, который выполняет все просьбы, с душой относится к своей работе, которая на всех мероприятиях присутствует не только как дворник, но и как сотрудник Центра культуры. То есть мы их привлекаем на мероприятия в Большом зале, на 9 мая, на все патриотические мероприятия. Сотрудник очень большой души, которая всегда болеет за свой центр и с душой относится к своим заданиям. В свободное от работы время Лидия Владимировна занимается любимым делом – шитьем. Шьет не только для себя, но и для культурных мероприятий, причем абсолютно бесплатно. Я стараюсь помочь обшить. Там где-то что-то быстро, допустим, на медведя я летом как-то в отпуске была, они мне, ой, нам нужен на медведя костюм, такой комбинезон. Я его буквально, они говорят, бесплатно, пожалуйста. Я говорю, хорошо, все сделаем. И все шила. Они говорят, ой, как хорошо ты шила, быстро. Ну, я говорю, давайте, если будут какие-то заказы, я вам помогу. Женщина всегда занималась спортом, продолжает обливаться холодной водой и радуется каждому дню. Когда Лидия Русанова только приехала в Якутию, очень боялась морозов. Но сейчас работа на свежем воздухе приносит удовольствие, потому что свою профессию считает интересной и полезной не только для себя, но и для всех жителей, которые приходят в Центр культуры. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Действительно, если труд приносит свои результаты, это дорогого стоит. И это точно знает героиня нашего следующего сюжета. На днях прошла интереснейшая встреча и мастер-класс чемпионки мира по стрельбе из лука Степаниды Артахиновой. Подробности у Полины Долинской. Сегодня каждый из нас может выбрать абсолютно любой вид спорта, который ему нравится смотреть или принимать в нем участие. А олимпийские чемпионы всегда вызывали у нас восхищение. И сегодня мы посетим мастер-класс Степаниды Артахиновой. И кто знает, может быть, в конце этой программы мы даже научимся стрелять из лука. Пойдемте с нами. В рамках проекта «Обнимая сердцем» смарт-библиотека города Якутска продолжает проводить инклюзивные мероприятия. 21 января свой мотивационный семинар провела чемпионка мира по стрельбе из лука, двукратный бронзовый призер паралимпийских и олимпийских игр Степанида Артахинова, которая поделилась своей историей. Я утром рано вставала, это получается где-то в 5:30, и с 6 до 8 я тренировалась и потом шла на пары. После пары обязательно тоже ехала на тренировку. И так вот мое студенчество прошло. Обычно же говорят, что в студенческое время там гуляют, знакомятся. Такого у меня вообще не было. Я вся была погружена в стрельбу из лука. Мне поставила для себя цель выиграть чемпионат России.
В рамках встречи спортсменка также рассказала про участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, ответила на вопросы гостей об отличии классического лука от блочного и какой бьет точнее. Также был проведен мастер-класс по стрельбе, в котором мог принять участие каждый желающий. Руку нужно выпрямить. Все, и начинаем тянуть. Так, и вот по красному прицелу я ориентируюсь. Да, по мушке. А левая рука чуть вверх, Отпускаем. Ух ты! У меня получилось! Илья, смотри. Я сама испугалась. Несмотря на лютый мороз на улице, в зале очень много людей. Соответственно, это говорит о том, что организаторы попали и проявили, вызвали такой интерес, чтобы люди пришли, познакомились с героиней, и эта встреча состоялась на самом таком очень хорошем, добром и, можно сказать, на высоком уровне. Встреча состоялась благодаря усилиям организаторов инклюзивного проекта «Обнимая сердцем». Так как проект социальный, целью его является создание пространства, в котором люди, вне зависимости от физических и ментальных способностей, могут творить и созидать. Именно поэтому каждую неделю проходят встречи с успешными людьми с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы отмечают, что интерес к таким встречам увеличивается с каждым разом. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Восхищаюсь я всегда успехами Степаниды. Вот видишь, человек говорит, студенческой жизни не было вообще практически. Тренировка, пары, тренировка. И принесло это свои золотые, так сказать, результаты. При этом какой результат? Была цель поехать на Кубок России, да, а в итоге паралимпийские медали. Ни много, ни мало. Это самая высшая награда. Выше уже все. Только золото постоянно брать. Но вообще спорт это, конечно, всегда есть и был залогом к успеху. Конечно, в разных понятиях, да, для кого-то это просто дисциплина, для кого-то это физическая нагрузка, ну а для кого-то это просто такой стимул двигаться дальше. Да. Рвение, стремление побеждать, возможно, и помогло жительнице Санкт-Петербурга Алене Сибиевой стать одной из самых красивых бабушек мира. Никогда не поздно принять участие в конкурсе красоты, даже если у тебя уже внуки вовсю есть. А в Софии прошел конкурс красоты «Бабушка Вселенной-2023», в котором приняли участие десятки женщин с разных континентов. В болгарской столице Софии на международном конкурсе красоты «Бабушка Вселенной-2023» за первенство поборолись 20 участниц из разных стран мира. Представительницей от России стала 46-летняя тренер спортивно-боевых единоборств Алена Сибиева. В декабре прошлого года жительница Санкт-Петербурга победила в национальном этапе. Ей был присвоен титул «Бабушка России-2022». Претендентки на звание «Бабушки Вселенной» 2023 года продемонстрировали жюри свои творческие способности, выходы на подиум в вечерних нарядах и национальные костюмы. Всеки човек е красив по-своему, и смятам, че възрастта е дискриминация. Первое место досталось пенсионерке из Сингапура. Россиянка Алена Сибиева завоевала титул «Третья вице-бабушка Вселенной». У женщины 2 взрослых сына и внучка. Самая красивая бабушка страны не скрывает, что участие в модельных конкурсах для нее в новинку, поскольку всю жизнь она посвятила спорту. К участию в конкурсе ее побудило желание показать, на что способны российские женщины. Просто любите. Любая женщина любая женщина, она красивая и любима. И это главное в жизни. Просто любить себя. Спорт вообще в целом дисциплинирует вообще и внутренне, и внешне, то есть и физически, и духовно, да, психологически очень хорошо поддерживает. Поэтому заниматься спортом, или хотя бы физкультурой, это очень важно для каждого человека. Это повышает самоуверенность какую-то и просто чисто уверенность в завтрашнем дне. История конкурса «Бабушка Вселенной» насчитывает уже 14 лет. Это единственный в мире конкурс, в котором женщины, у которых есть внуки, соревнуются в артистических способностях.
Вообще, вот если не знать вот этого всего бэкграунда про конкурс красоты и услышать впервые название вице-бабушка, сразу представляется, что вице-бабушка — это, скорее всего, мама отца, потому что статистически именно бабушки по отцовской линии меньше с внуками времени проводят. Ну, в принципе, это такая распространенная история. Не знаю, с чем это связано. Слушай, ну вот видишь, у тебя ассоциативный ряд такой, а у меня сразу было понятно, что это конкурс красоты. Заместитель главной бабушки. Заместитель главного. А у меня сразу все связано с красотой. Вот и, кстати говоря, вот мы, ведущие программы «Утро», всегда посещаем вот визажистов для того, чтобы с утра быть красивыми, да, и встречать республику с красивым лицом. Но зачастую нашим визажистам приходится работать над чем? Самая главная проблема у нас с утра – это… Какая проблема? Проснуться у нас проблема главная с утра. После нее отечность. У меня других проблем нет. Самая распространенная причина, конечно же, нашего не очень утреннего лица – это отечность. Да, потому что, во-первых, причиной отеков может быть и плохой сон, точнее, вот недостаток сна, невыспанная норма, скажем так, которая колеблется в районе 8 часов. Как правило, переспишь, у тебя появляются отеки, не доспишь, у тебя появляются отеки. Нужна эта золотая середина. Вот. Ну и плюс чрезмерное количество употребления воды. Опять же, воды нужно пить столько, сколько нужно. Много пьешь — отеки. Соленые — отеки. В общем, отеки подстерегают всех людей на каждом углу. Берегитесь отеков. Вот что же делать с ними? Доброе утро! Сегодня поговорим об отеках. Почему они появляются и как от них избавиться. Наше тело на 70% состоит из воды. 2/3 находится внутри клеток и 1/3 в межклеточном пространстве. Когда жидкости между клеток становится слишком много, появляются отеки. Они доставляют немало неудобств и могут сигнализировать о болезни. Вот 5 возможных причин, из-за которых вы отекаете. Избыток соли в организме. Соль задерживает воду, поэтому рекомендую съедать не больше чайной ложки в день. Если вы боитесь превысить норму, придерживайтесь 2 правил. При готовке используйте приправы и пряности, ешьте продукты, богатые калием, овощи, зелень, сухофрукты, бобовые. Они сбалансируют уровень натрия в организме. Сидячий образ жизни. Если вы весь день сидите, может развиться варикоз. Венозные отеки вызывают чувство тяжести, боль в голенях и стопах. В этом случае не обойтись без консультации флеболога. Если у вас ранняя стадия варикоза, он посоветует мази и компрессионный трикотаж. При осложнениях пациента могут направлять на операцию. Побочные действия лекарств. Некоторые препараты могут задерживать воду в организме. Это лекарства от высокого давления, обезболивающие, антидепрессанты, химиотерапевтические препараты. Если лекарства вызывают у вас сильные отеки, уточните у доктора, можно ли его заменить. Болезни почек. Сосуды почек выводят токсины и лишнюю воду. Когда они повреждены, развивается нефротический синдром, отек мягких тканей по всему телу. Среди его признаков – мешки под глазами, опухшие веки, боль в пояснице. Почки нельзя лечить самостоятельно, особенно мочегонным чаем. Он может вывести из организма важные микро- и макроэлементы, от которых зависит, например, сердечный ритм и плотность костей. С этой проблемой лучше сразу отправиться к врачу. Болезни сердца. Когда сердце слабеет, оно не может качать кровь эффективно, поэтому она скапливается в ногах и вызывает отек ног. У сердечных болезней следующие симптомы. Отекшие лодыжки. Сердечные отеки возникают вечером. Боль или дискомфорт в груди, слабость, одышка, ощущение нехватки воздуха. Если чувствуете что-то из списка, сразу обращайтесь к кардиологу. У отеков есть профилактика. Как и всегда, все решает здоровый образ жизни. Больше двигайтесь, ходите пешком, занимайтесь спортом, принимайте контрастный душ. Перед сном подкладывайте под ноги валик или подушку. Будьте здоровы! Мы продолжаем наш утренний эфир и вновь вернемся к спортивной теме. Ведь команда Академии футбола Якутия 2010 года рождения завоевала бронзовые медали на всероссийском турнире «Зимний кубок Имспорт. Территория футбола» Сириус 2023, который прошел в Сочи. И сегодня тренер команды Илья Павликов с одним из воспитанников нашей студии. Доброе утро! Доброе утро.
Ну, начнем разговор, естественно, с первенства этого, с турнира. Пару слов расскажите о кубке, как вообще организация, насколько вообще атмосферно это событие. Всероссийский турнир «Зимний кубок Имспорт» проходил в замечательном месте, с хороших климатических условиях, при отличнейшей погоде. Собрались 32 команды в 4 возрастных группах с различных регионов России, и даже были представители Абхазии на турнире. Были такие крупные города, как Москва, Екатеринбург и многие другие. Мы представляли свою республику, и достаточно, мне кажется, успешно. Это первое такое, да, прям? Нет, это не первая наша событие. медаль выездная. Мы уже побеждали на турнире Сочи, только в другой возрастной категории 1,5 года назад. И у Виталика состава были медали в Краснодарском крае. И индивидуальные награды также. Ну, 32 команды участвовало в кубке, получается. Насколько тяжело далась победа, потому что это нужно... Понятно, что там система, видимо, не табличная, а на вылет идет полуфиналы, 1/16, грубо говоря, но тем не менее 32 команды стать третьей. Ну, отправной точкой стал первый тур, когда мы с 4-кратным обладателем, победителем этой возрастной категории, Ногинским Витязем, который представляет Московскую область, очень сильный коллектив, мы сыграли неожиданно для всех и организаторов 4-4 в ничью. С командой, которая практически никогда не теряет очки ни с кем. Мы даже вели в матче, но у них очень хорошая селекция, очень сильный тренерский состав, и мы упустили, но в конце мы сравняли счет. И отправной точкой было, куда мы дальше начали двигаться, более в приподнятом эмоциональном состоянии, и уже поняли, что мы можем бороться с абсолютно любым соперником на этом турнире. Ну, давай поговорим непосредственно с тем самым борцом, да, который участвовал в этом событии. Виталий, доброе утро. Сколько лет занимаешься футболом? 5 лет. 5 лет. И вот, говорят, уже много медалей в Краснодаре, да, ты занимал призовые места. Вот сейчас в Сочи. Давай вспомним все-таки ситуацию в Сочи. Тренер говорит, что после победы над этой сильной командой вы уже сразу крылья-то свои расправили, да? Вот, а ты всегда уверен в своем, именно победе? Настраивает тебя как тренер? Что нужно лишь показать свои максимальные силы или сразу на призовое место? Показать свои силы. То есть не ругает вас за то, что порой бывает не так? Или ругает? Ну, бывает иногда. Строгий вообще тренер? Нет. Ну, ты можешь сейчас на всю республику сказать. Посмотри внимательно, не бойся его. Ну, то есть тренер у вас справедливый? Да. 5 лет уже играешь в футбол. Почему пришел именно в эту секцию? Ну, не знаю, мне мама вообще записала. Мама записала. Ну, то есть, наверное, был гиперактивный, подвижный всегда, гонял мяч, или всему научили тебя там? Ну, я был активным. Был активным. Ну, а говоря конкретно про этот кубок, поделись впечатлениями участия, то есть не обязательно именно про игры, да, вот вы съездили в Сочи, то есть фактически зимний кубок, у нас здесь минус 50, там все очень хорошо с погодой, то есть как тебе вот эти вот разницы в температурах, вообще просто впечатление о поездке? Ну, не знаю, там тепло, наверное. А так в целом понравился город? Да. Команда. А вот, кстати говоря, возвращаясь к твоим соперникам, вы только на поле соперники или все-таки там у вас, где вы проживали, вы не общаетесь, там ходите, друг друга там подкалываете? Или там вы уже прям обмениваетесь телефонами, переписываетесь потом? Нет. Или все-таки спорт превыше всего? Спорт. Спорт. Превыше всего, да. То есть своей командой ходите, с другими стараетесь не общаться? Да. Это же твоя команда, зачем другая команда? Илья, вопрос такой. 4 якутян были отмечены по итогу кубком индивидуальными наградами. Можете подробнее рассказать? Да, могу. Получается, лучшим вратарем турнира был признан мальчик, наш Дилусхан Уваров, 2011 года рождения. Он играл за старшую возрастную группу, за Виталика, и забрал приз лучшего вратаря турнира. Оргкомитет выбрал именно его. Лучшим бомбардиром стал Дмитрий Елисеев, капитан команды 2010 года рождения, который с Виталиком уже играет на протяжении 5 лет. Он забил больше всех голов на турнире. И 2 игроков были отмечены внутри команды таким номинацией, как «Ценный игрок» от организатора. Это был Матвей Николаев и Артем Терешкин. И плюс Артем Терешкин получил хорошую оценку от селекционера
«Спартак Регионы» — это проект, который занимается подбором футболистов в Академию футбола «Спартак Москва». И его пригласили приехать в марте в Сочи и в составе «Спартак Региона» выступить на турнире. Но мы сейчас будем принимать решение. Скорее всего, мы дадим возможность ребенку сыграть под другим руководством тренерским, плюс с другими ребятами со всех регионов России. Поэтому сейчас будем принимать решение. Виталик был один из творцов этого успеха. Ну, в этот раз номинацию не получал, но на предыдущих соревнованиях у него были неоднократно медали и лучших защитников, и лучших игроков, и лучший полузащитник даже был недавно на республике, там, в республиканском турнире. Ну, это же тоже хороший показатель, да, не каждая команда может похвастаться, да, вот такими замечательными результатами. 4 человека, да, из команды Якутии были отмечены такими хорошими, да, моментами. Ну и плюс приглашение в команду. Да, но это просмотровое мероприятие, но это большой шанс для ребенка, да. То есть ребенок обратил внимание на себя. Ну а сейчас команда к чему готовится? То есть следующий шаг? Сейчас в данный момент команда в связи с сильными морозами на территории Якутии сейчас получила как бы такую более упрощенную тренировочную работу. Ну, мы больше наслаждаемся футболом, то есть получаем удовольствие, не сильно выкладываемся, просто играем, как бы стараемся, просто чуть-чуть пытаемся сохранить форму, которую набрали в Сочи. И будем постепенно готовиться. Возможно, у нас будет либо в Чите соревнования, большой футбол, либо поедем в Абхазию на турнир. Нас приглашает Абхазская федерация футбола приехать на турнир. Нас уже неоднократно приглашают, но мы никак не можем туда попасть. Сейчас рассматриваем прям плотно. Если туда поедем, будем готовиться. Виталь, вопрос к тебе. В какой школе учишься, в каком классе? В 35-й школе, в 6 классе. В 6 классе. Вот скажи, сейчас тебя, наверное, смотрят многие ребята, да, собираясь выйти в Zoom на уроки, да, и думают, а можно ли совмещать футбол и учебу? Ты успеваешь в учебе? Все? Ну, не знаю. Сложно? Да. То есть хорошо учиться и хорошо играть сложно? Да. Да, то есть чем-то нужно будет жертвовать все равно, если хочешь стать футболистом. Да. А в будущем ты хочешь связать свою профессию, возможно, стать вот тренером, как ваш Илья? Не знаю, как получится там. Как получится. Ну, а вот поступать в университет будешь все-таки на какие-то прикладные специальности, либо в спорт уйдешь? Спорт, наверное. Спорт. Все-таки жизнь хочет связать со спортом. Илья, вопрос такой интересный. Вы родом, насколько мы знаем, из Ростова-на-Дону. Как у вас вообще, как оказались в Якутии? Этот вопрос мне постоянно спрашивают люди, которые со мной мало знакомы. Я отдыхал в Крыму, в городе, не в Евпатории, в Севастополе, пляж Фиолента. Мне позвонили, предложили приехать, поработать в Якутии тренером, потому что им нужен был человек, который именно с дипломом высшего образования. Я в тот период как раз закончил обучение в Краснодарском университете физической культуры и спорта. И с тех пор прошло сколько лет? Это было в 2016 году, и я, если честно, ехал не на продолжительный период, просто развеяться, посмотреть жизнь с другой части России, условно, и просто затянуло, и никак ехать не могу. У меня мама каждый год спрашивает, когда я вернусь в родные пенаты, и вообще переживает, чтобы я здесь не женился, потому что потом вообще не вернешься. Ну а вы все вот детям, все лучшее детям, да? Ну и ребята вас радуют, потому что вот очередное, да, спортивное мероприятие показало, что у нашего якутского футбола есть будущее. Оно есть. И это здорово. Илья, Виталий, спасибо вам большое. Поздравляем еще раз с успешным выступлением и желаем, конечно же, новых побед, обязательно в будущем золотых медалей. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. В эфире новости. Доброе утро. 1 миллиард рублей направят на реализацию соцконтрактов. Семьям с низкими доходами продолжат оказывать поддержку в виде соцконтрактов. В этом году на эти цели по поручению Арсена Николаева направят не менее 1 миллиарда рублей. Матпомощь на развитие индивидуального предпринимательства, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы, адресные программы поддержки якутян для преодоления трудных жизненных ситуаций могут получить малоимущие граждане. По данным Минтруда региона, в прошлом году в Якутии заключили 4752 социальных контракта. Также увеличили размеры соцконтракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности с 250 до 350 тысяч рублей и на ведение личного подсобного хозяйства со 100 до 250 тысяч рублей.
Мобилизованных бизнесменов освободили от отчетов. Представителей бизнеса, призванных по мобилизации, освободили от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы. Новые нормы дадут возможность мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредоставление отчетов. Принятое решение дополнит комплекс мер по поддержке мобилизованных. Ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. На базе Республиканского социально-оздоровительного центра участники специальной военной операции смогут заниматься 9 различными видами спорта. Представители Республиканского центра адаптивного спорта подписали соглашение о сотрудничестве с социально-оздоровительным центром. Цель соглашения – провести реабилитацию с помощью физической активности, помочь достичь высоких результатов в спорте, заиметь хобби и мотивацию к активной жизни. На сегодняшний день на базе социально-оздоровительного центра действует 2 соглашения по содействию в обучении и трудоустройству, а также по реабилитации адаптивным спортом. Буквально на следующей неделе мы планируем сюда прийти с тренерами. И у нас имеется спортсмен, как Захаров Дилустан, он сегодня находится, он сам колясочник, пода. На сегодняшний день он находится на чемпионате России. Вчера буквально пришла новость о том, что он занял 2-е место на Кубке России по стрельбе из лука. Вот он когда приедет, мы на следующей неделе приедем и пообщаемся с ребятами. Сразу 3 борца из одной якутской семьи выступят на Кубке Ярыгина 2023. Братья-близнецы Петр и Алексей, их младшая сестра Александра, поборются за медали престижных соревнований. В борцовском мире, да и в истории борьбы в целом, есть много примеров, когда родные братья одновременно выступали на различных турнирах, причем самого высокого уровня. Но на предстоящем в Красноярске международном турнире Кубок Ивана Ярыгина произойдет небывалый случай. Выступят сразу 3 борца из одной якутской семьи Копыловых. Петр и Алексей на Кубке Ярыгина будут бороться за медали в наилегчайшей весовой категории до 57 килограммов, а их сестра Александра будет бороться в весовой категории до 50 килограммов. Названы самые популярные направления для отдыха на февральских праздниках. На февральские праздники россияне активно бронируют отдых в Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах. Уточняется, что речь идет об отдыхе на длинных выходных в феврале с захватом 8 марта. Из зарубежных направлений также выделили Турцию и Индию. Однако Индия уже немного уступает своей позиции Шри-Ланке. Последняя чуть позже открыла въезд для туристов, однако затем популярности стало плотно догонять Таиланд. В российский топ по доле продаж вошли горнолыжный курорт Шерегеш, Калининград и Байкал. Помимо этого в него попали Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москва. На этом у нас все. Хорошего дня. Спасибо большое нашим коллегам. Ну а мы движемся далее, да? Сегодня вот как-то весь эфир посвящен здоровью, да? Спорт, Труд, здоровье, труд, спорт. студенчество. И вот знаешь, продолжая все-таки эту тему, самый хороший витамин для организма, для всех, для детей, для взрослых. Какой? Который нужен постоянно, круглогодично. Ваш ответ, Павел? Мой ответ неприличный. На самом деле, конечно же, есть просто... Я вспомнил из детства анекдот. Все мы знаем, на самом деле, что витамин С – это один из важнейших. Он, во-первых, и помогает немного в вопросе профилактики простудных заболеваний. Вообще, в принципе, в тонусе какой-то организм держит. И, классная вещь. А самое главное, продукты с витамином С, они же такие вкусные. Действительно. Ну а еще лучше, когда эти продукты можно вырастить собственноручно. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы начинаем рассматривать сорта клубники и земляники, полюбившие нашим дачникам. Конечно же, мы рассмотрим их, те, которые использовали ФГО АГАТУ, так как я являюсь старшим преподавателем кафедры агрономии и химии факультета ФЛКС. И первые, которые мы с вами должны рассмотреть, это сорта клубники. Да? Клубника у нас очень хорошо растет сорт Лизонька, Мурана, сорт Московский деликатес и Елизавета-2. Это те сорта, которые очень хорошо приспособились к нашим условиям, и они у нас даже зимуют.
Следующие сорта давайте рассмотрим по землянике. Значит, вообще нужно сказать, что клубника и земляника – это одно семейство. Просто есть крупноплодная и мелкосемянная. Крупноплодная – это у нас клубника, а мелкоягодная – это у нас земляника. Значит, вот сорта, которые значит, выращивали мы в виде рассады в нашей агату. Это первый барон Салимахер. Следующий у нас идет Сашенка. Все они зимующие, раннеспелые. И вот фрагария Али-Баба. Али-Баба, у него есть особенность, да, в том, что его можно выращивать в контейнерах, то есть даже зимой. Следующая земляника – это у нас рюки. Это все ремонтантные и земляника руяна. Хочу напомнить, что ремонтантные сорта, они в основном все безусые и дают урожай в этот же год. То есть как только мы их посадили, в этом же году мы можем с вами получить урожай. Сколько мы можем получить? Это получается с одного куста 1,5–2 килограмма ягод. Что еще нужно запомнить? Что, конечно же, у них у всех мелкие семена, они туго всхожие, поэтому срок всходов обычно бывает 3 недели. Желательно, конечно же, выращивать клубнику в таблетках, в парниках, маленьких мини-парниках. Здесь нужно напомнить, что для того, чтобы появились ранние всходы, мы должны использовать эпин, циркон, да? Гетероауксин, то есть регуляторы роста. Регуляторы роста. Кроме этого у нас есть HB101, которые очень хорошо помогают. Здесь нужно учесть, что качество семян иногда бывает только схожесть на 30–40%. И чтобы получить 90–100%, нужно обязательно использовать эти регуляторы роста. Полезные советы будут для многих дачников, ведь действительно клубнику можно вырастить в Якутии, и, как показывает практика, она у нас очень вкусная получается, сладкая, поэтому лучше уже и сейчас подумать заранее о тех семенах, которые можно будет позже уже высадить на грядку. Как говорится, готовься они летом, а клубнику сажай зимой. Ну а вместе с послаблением антиковидных мер в Китае нагрянули большие праздники. Планируя путешествия на выходные, многие местные жители задались вопросом, с кем оставить своих домашних любимцев. Для этой цели как никогда подходят специальные отели для питомцев. Наиболее популярными в преддверии китайского Нового года становятся кота-отели. В каждом номере гостиницы для кошек в Пекине живет пушистый постоялец. По словам управляющего отеля, в этом году бизнес идет лучше, чем в прошлом. Это связано с тем, что в прошлом году были ограничения на поездки в связи с пандемией. Кошкам предоставляются все возможные услуги, от медицинских до гигиенического ухода. Кроме того, клиенты могут оставлять инструкции по уходу за питомцами, которые вывешиваются возле каждого номера. Бронирование номеров в отеле пользуется популярностью в сезон праздников. Сами кошки с удовольствием живут в подобных отелях, ведь пообщаться с сородичами и отдохнуть от людей никогда не повредит. Хотя, по словам сотрудников, сложно спрятаться от заботливых хозяев, которые круглосуточно могут общаться со своими питомцами по видеосвязи. Приобретают ли они для этого специально смартфон для своего питомца, не уточняется. Ну, замечательная, конечно, история, вот если посмотреть. Нет, прям, но... Действительно, отель такой, отель для кошек. Ты знаешь, тут примечательна именно картинка. Посмотри, как все грамотно, красиво сделано. Потому что вот такие гостиницы для животных, куда ты можешь сдать, это не новость. У нас в Якутске они тоже есть. И у нас есть даже сообщества, которые принимают животных к себе домой. Ты можешь спокойно оставить. Они ставят, значит, камеру там перед своей
кошечкой, к примеру. Ты можешь периодически наблюдать за ней, что она делает. Но здесь, почему именно мы показали это видео, потому что мы хотели акцентировать внимание именно на том, какие условия были созданы для братьев наших меньших. Прям все очень красиво, по-настоящему, прям по-человечески, так сказать. Как будто у меня аллергия на кошек началась, хотя сам кошатник тот еще. Но продолжая говорить про животных, жители поселка Листвянка Иркутской области вызволили с замерзшего озера Байкал косулю и вернули в естественную среду обитания. Об этом сообщила ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в телеграм-канале. Местный житель с семьей двигался на судне на воздушной подушке и заметил темную точку на озере. Приближившись, мужчина понял, что животное провалилось в небольшую лужу во льду. Очевидцы сообщили в местное участковое лесничество и предложили свою помощь. По совету инспекторов Прибайкальского национального парка они связали животному ноги, чтобы оно не нанесло себе травм и не упало с судна при транспортировке на берег. Там перегрузили в машину и везли в Крестовую Падь. Об этом рассказала участвующая в спасении косули Анна Сизых. Почувствовав твердую почву, косуля, не раздумывая, убежала в лес. Ну, тут стоит только похвалить местных жителей, бдительных и, опять же, людей, не безразличных. Тут, конечно, не горе, потому что косуля даже не пострадала, как мы можем судить, но, тем не менее, не безразличных к какой-то проблеме животного мира. И это всегда хорошо, потому что о братьях наших меньших мы должны обязательно заботиться. Ну а вот на такой доброй, позитивной ноте мы завершаем наш утренний эфир. Мы не прощаемся, мы говорим вам до завтра, ведь в это же время на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы будем рады вновь встретиться с вами. И скажем доброе утро, Якутия. Поэтому до завтра, хорошего вам дня и, будьте радостны.